أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نستهديك بإرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Мы продолжаем книгу «Аль-Усратуль Муслима» «Мусульманская семья», автором которой является Вахбат Зухайли, один из известных ученых 20 и начала 21 веков. Как мы уже говорили, он недавно скончался года 3-4 назад, который был авторитетным ученым Дамаска и Сирии, в том числе состоял во многих международных научных организациях, исламских научных организациях. И был этим, как говорят, тоже им во многих, то есть был советником во многих банках исламских и еще в тех центрах, где издается фетва, как в Джидде и в других местах. И мы с вами рассмотрели в этой книге некоторые вопросы, касающиеся семьи, как предисловие, что женщина и мужчина – это человеческий род, и перед Аллахом у них одни и те же обязанности, но отличаются своей миссией. И каждый ниспослан Аллахом Всевышним или сотворен Аллахом Всевышним и несет каждый свою миссию. И будет отвечать каждый перед Аллахом Всевышним за свою миссию. И потом коснулись детей и коснулись несколько видов воспитания, как дать образование, нравственное воспитание, духовное воспитание, физическое воспитание, этическое воспитание, общественное воспитание, другие. Автор коснулся и указал о необходимости всех этих видов воспитания. В первую очередь указал, конечно, что ребенка надо с первых лет, как только начинает хоть что-то отличать и разговаривать, учить исламу, Корану и с хадисом, чтобы человек с детства был пропитан принципами и ценностью исламской религии. И мы с вами дошли до другого раздела книги, где эта книга называется, то есть этот раздел книги называется «Особенности создания мусульманской семьи». То есть, когда было вступление, кто такой женщина, кто такой мужчина, какие между ними взаимоотношения, и что такое семья, в общем, рассмотрели, и дети, то есть членов семьи. И после этого автор переходит на особенности создания мусульманской семьи. И говорит, что в этом разделе будет 4 или 5 пунктов. 4 пункта. И говорит, первое – это тема мукаддимат аль-заваж. Мукаддимат аль-заваж, то есть предпосылка к бракосочетанию. Или предпосылки бракосочетания. Второе – тарикат ибраму акд аль-заваж. Метод заключения брачного договора. Или, можно сказать, условия заключения брачного договора. Третье – мавани аль-заваж аль-шаррия. Запрета шариатского бракосочетания. То есть у нас, есть запреты, когда бывает запретным человеку заключать брачный договор. И последнее асарут заваж, последствия супружеской жизни или последствия брачного договора. В этой главе будем рассматривать эти 4 темы. 4 темы, и после этого автор начинает говорить: وبالنظرة الإجمالية لهذه المباحث يتبين منها سلفا أن الإسلام الحنيف جعل الزواج هو الطريق الواحد للعلاقات المشروعة بين الرجل والمرأة. Если посмотреть в общем, вкратце этой темы, мы увидим предварительно, что исламская религия сделала супружество, заваж,
бракосочетанием, единственным правовым путем во взаимоотношениях мужчины и женщины. То есть единственный разрешенный правовой путь взаимоотношений между мужчиной и женщиной это значит супружество. Это значит только через брачный договор. И запретил остальные другие пути к взаимоотношениям, будь в нашем веке, будь это в следующих веках. То есть, будь это в 7 веке, когда пришел пророк Мухаммад, будь это в эпоху Адама, алейхиссалам, будь эпоху Ибрахима, алейхиссалам, будь в эпоху Муса, алейхиссалам, будь эпоху пророка Мухаммада, будь сегодня, будь и до судного дня, это взаимоотношения между женщинами и мужчинами, Аллах Всевышний этот закон не менял. Хотя мы говорим, так, что некоторые законы были изменены последующими пророками, да, допустим, некоторые, которые были законы во время Адама, алейхиссалам, они были отменены с последующими пророками. И некоторые законы, которые действовали во время Муса, алейхиссалам, или Ибрахима, алейхиссалам, они были отменены новым законом, ниспосланным Аллахом Всевышним, пророку Мухаммаду, да? А вот это взаимоотношения между мужчиной и женщиной, эти законы, они как были во время Адама, алейхиссалам, так и остаются до судного дня, этот закон не изменялись. И то есть только взаимоотношения по правовым путем, это значит бракосочетание. Вот. Фахуа васитатуль инджаб. И говорит, это, то есть бракосочетание, это, говорит, это васита, средство для размножения, то есть для рождения. Сакан, это говорит сакан, то есть это покой, да, успокоение, где находят обе пары для себя, так, успокоение для своей души. Будь это женщина, будь это мужчина. И основывается это покой, так, душевный на любви и милосердии. Да, на любви и милосердии. Вот тагауни, вот туфак, и взаимопомощи, и соответствии или согласии между собой. Факал Аллаху Та'аля, и сказал Аллах Всевышний, астагфиру билля, амин аятихи ан халакакум мин турабин, thumma иза антум башарун танташирун. И среди его знамений, то есть знамений Аллаха Всевышнего, то, что Он сотворил вас из земли, после этого вы стали родом человеческим и расселяетесь. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Дальше Аллах говорит, также среди его знамений то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение. И дальше Аллах Всевышний говорит, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. И установил между вами любовь и милосердие, воистину в этом знамение для обладающих знанием. Да? Знанием. И вот здесь минуточку я хотел выйти из книги и вернуться к тому, что творится в русскоязычной мусульманской среде. Вот, что вы все знаете, да, у нас был такой одаренный харизматик Гайдар Джемай, философ. И вот он, несмотря что глубоко не был знаком с исламом, исламскими принципами, методами понимания Корана и Сунна, но, несмотря на это, он брал на себя такую смелость говорить от имени ислама. Так? И вот я недавно видел, есть лекция, где он собрал ученых людей в Москве, и не только мусульман, так? И говорит о принципах семейных взаимоотношений в исламе. Так?
супружества в исламе. Он говорит, ислам, говорит, супружество, говорит, оно рассчитано только как бы прагматическим путем, там только прагматизм, там, говорит, нет ни слова о никакой любви и ни о чем там взаимоуважении, то и говорит о ядерной вражде или борьбе, так? То есть между полами. Так? И вот. Почему я коснулся этой темы? Потому что многие русскоязычные, особенно образованные люди, слушают его. И они их как магнит тянет, потому что вот эти люди, они на самом деле они образованные же. Так? И они умеют используют такие термины научные, которые завораживают человека. Но при этом забывают вспомнить и напомнить другим, что они-то в вопросах ислама и принципов понимания Корана и сунны слабы. Они этим не занимались, они не изучали язык, во-первых, арабский, но если изучали, то это поверхностно. Во-вторых, не сидели с учеными, не получали методы, как понять Коран и Сунну. Потом не знакомились с теми серьезными книгами великих ученых, будь средневековых ученых, будь современных ученых, как вот этот Вахбат Зухайли, да? И вот сейчас мы что говорили в последнем слове? «И установил между вами любовь и милосердие». Так это же Коран, да? Это сура Ром, 30 аят. То есть 20 и 21 аята, сура Рум, 30 сура. Да? И после этого как можно, собрав такую аудиторию, да, и говорит от имени ислама, и говорит о гендерной вражде, и приводить какие-то аяты, не касающиеся этой темы, и забывать те аяты, которые касаются именно этой темы. Вот этого стараться надо избегать. Во-первых, нести ответственность. Мы же мусульмане, мы должны быть ответственны, тем более когда это касается нашей религии, потому что Умар, радиллаху анху, сказал еще, вы говорите, это ваша религия, и знаете, у кого вы берете знания о своей религии. То есть это указывает о важности. Да? Вот аят, что говорит? «Установил между вами любовь и милосердие, воистину в этом знамение для обладающих знанием». То есть Аллах Всевышний ему говорит, Он установил между женщиной и мужчиной не вражду, а любовь и милосердие. И первым еще идет любовь, а потом милосердие. А в Коране никогда нет случайности, чтобы Аллах Всевышний случайно поставил одно слово первым, а второе вторым. Да? Все логически, они взаимосвязаны. Почему? Почему любовь сначала, а потом милосердие? А вот ученые говорят, которые понимают тонкости арабского языка. Да? Потому что говорят, любовь – это указывает на мавадда, да, из арабского слова мавадда, это указывает на плотские страсти, плотские желания человека. Да? Оно проявляется в человеке в молодости больше, чем в старости. А вот милосердие, оно проявляется больше в старости, не в молодости. И поэтому Аллах Всевышний говорит, сначала говорит, «Жагаля бейнакум мавадда», потом только рахма. Так? Вот. Даже эти есть нюансы, и так объясняют эти аяты ученые. Но ученые не какие-то философы, которые от имени ислама взяли на себя такую дерзость выступать и разъяснять людям, а именно ученые, признанные с большой буквой, и которые признали их ученость, другие ученые. Вот это для нас важно, потому что это религия Аллаха, это не игра. Вот, это одно, так? И потом до этого мы прочитали еще другой момент. Еще другой момент, где он говорит, Аллах Всевышний говорит, وَخَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Он сотворил из вас самих жен для вас. Здесь говорит
мин анфусиким, из вас самих, из той же души. И вот в другой же лекции, также тоже уважаемый наш Гайдар Джумай, будь милостив над ним Аллах Всевышний, он уже умер, так? Но мы не говорим о его личности, а мы говорим о другом, о правильном понимании Корана. Говорит, как, говорит, человек, Аллах создал из самого же души другую душу? Так, говорит, нет, не бывает. Это, говорит, понять нужно, что Аллах создал из вида Адама жену ему, Хава. А здесь, говорит, нафс, так, анфусикум, анфус. Это множественное число от слова нафс. Душа, рух и другие понятия, так, они вид, не вид человеческий. Потому что вид человеческий будет или джинс в арабском слове, или будет наух. А джинс, ажнас, наух, анва, множественное число этих слов. Так? А здесь Аллах Всевышний использует анфус от слова нафс. И ни один ученый здесь не сказал, что это Аллах Всевышний имеет в виду из вида человеческого создал Хава. А из самой той души, так, которую создал Адама. И потом еще хадис подтверждает, другой говорит, из ребра Адама создал женщину Хава. Так? То есть это материальная часть. А духовная часть из той же души, а не из вида человечества. То есть поэтому, почему я коснулся этой темы, я повторяюсь, вот, надо не обманываться на людей, на их красноречие, на их использование таких завораживающих терминов, а надо посмотреть в первую очередь, где человек взял знания, у кого он взял знания, и какие он книги читает, и опираясь на какие книги разъясняет людям. Вот это тоже важно. Но на самом деле сегодня есть спрос, особенно это хвала Аллаху. Так, у молодежи в России, мусульманская молодежь, она активно интересуется своей религией. В отличие от других стран, так, допустим, даже здесь, в Турции, вот мы видим, сегодня только на пятницу намаз ходили, так, здесь 70% пожилых людей моего возраста и старше. А в России наоборот же, так, 60-70% молодежи и остальные только пожилые моего возраста и старше. Поэтому, но при этом надо знать и стараться и доводить до простых, ну, до этих людей, так, особенно той молодежи активной, образованной, чтобы они старались найти и черпать ислам, принципы ислама из тех книг авторитетных, которые признаны, и не один век уже они являются настольными книгами у мусульман и у мусульманских ученых, и на это есть рецензии авторитетных ученых. И вот, то есть, возвращаясь к книге обратно, Аллах Всевышний говорит дальше. То есть, извиняюсь, автор книги говорит дальше. وَالزَّوَاجُ قَائِمٌ عَلَى الرِّضَى مُتَبَادِلْ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ. Говорит, супружеское, говорит, брак основывается на взаимосогласии обоих сторон. Так? Это что говорит? Кто говорит? Вахбат Зухайли, один из признанных мировых ученых 20-21 веков. Так? Что говорит? Брак основывается на взаимосогласии обоих сторон, а не говорит на вражде гендерной или на какой-либо там другой. И дальше говорит, «Фаля икраха валя игнат». И нет никакого принуждения в бракосочетании или в совместной супружеской жизни. Нет никакого досаждения, так, или затруднения. «Валя ихрадж», или затруднения нет никакого. لأن التراضي جسر الدمومة والاستمرار. Потому что, говорит, таради, говорит, взаимные согласия, так, взаимопонимание. Это, говорит, является мостом, который является, то есть, мостом для продолжительности, так, и семейных взаимоотношений. И метода любви искренней, правдивой между супругами.
والحرص على بناء أسرة متكافلة. И говорит, и это является причиной стремления создания семьи, так? Создания семьи, которая жиждется на солидарности и на единодушии. Мутаауина, которые взаимодействуют между собой. И оно основывается, исламская семья, на целомудрии, да? И защите или покрывало, то есть прикрытие друг друга, да? Прикрытие своих друг друга, в смысле это сатр, в смысле защита чести друг друга, и оберегание друг друга, и добрые взаимоотношения между супругами. И дальше, что говорит, и довод на это. То есть автор привел, да, перечислил, на чем жиждется исламская семья, и довод его коранические суры Ниса, 19 аят, где Аллах Всевышний говорит: «Астагфиру билля, ва аширухунна бил ма'руфи, фа ин карихтумухунна, фа аса ан такраху шей'ан, ва ядж'ал Аллаху фихи хайран касира». Живите с ними достойно, то есть с кем? С женами. И даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра. Много добра. Да? То есть мужчина должен быть, опираться на разум. Да? Иногда может не понравиться какие-то поведение жена, да, или внешняя форма, или что-либо, да, невозможно, чтобы 100% совпали, все нравилось. Да? Ну, бывает, но редкость. Так? Поэтому всегда надо понять, не зря Аллах Всевышний в этом аяте говорит, что некоторые вещи, то, что неприятно нам, оно должно быть для нас добром. И дальше говорит: «Вагадзам Аллаху та'аля мин ша'ни заваж». И Аллах Всевышний говорит, возвеличил супружескую жизнь. Аллах Всевышний. «Хатта саммаху бил мисакул гализ». И даже назвал, говорит, мисакул гализ, то есть сильным, так, договором. Как сильным, гализ, твердым договором между людьми. «Аль-ахду шадид, валь-вафа». И верность, валь-ильзамул кайм аль-имсакул бил-ма'руф, то есть, которые строящиеся на удержании добром, валь-тасриху би-ихсан, или удержание по-доброму, или расставание достойное. То есть от них двух: либо живи по-человечески, супружеской жизни человеческой, либо расстанься. فَيَحْرُمُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ إِلَّا فِي حَالِ النُّشُوزِ. И говорит, если вдруг случится, примут решение супруги развестись, в этом случае, говорит, запрещается мужу требовать и брать обратно махр, приданное, которое он дал своей жене, только в некоторых условиях. Если будет нушуз, так, нушуз, то есть непокорность, строптивость со стороны жены, и если женщина совершит прелюбодеяние. Факаля субханаху. И сказал Аллах Всевышний: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Если вы пожелали заменить одну жену другой, если одной из них вы подарили кентар, то кентар золото, знаете, да, и сегодня есть это же измерение, используется кентар золота, или кантар, или кентар, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех? Так, то есть это, говорит Аллах Всевышний, это лживость, проявление лживости, обмана,
очевидного. То есть, и дальше говорит, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Как вы можете отобрать это, если между вами была близость, и если они взяли с вас суровый завет? То есть мисакуль гализ, да, это суровый завет. Аллах берет, когда человек заключает брачный договор, суровый завет. То есть суровый, знаете, ответ суровый. И как вы смелитесь забирать у них то, что вы им отдали, когда у вас между нами уже была близость, да? Близость. А близость не может быть между двумя человеками, если нет побудительной силы, да? Если нет симпатии друг к другу. Ну, может, бывают люди, я не могу сказать, разные, наверное, люди есть, разные природы. Но вот сам по себе, как человек, я не мог бы никогда приблизиться к той женщине, которая для меня не симпатична. Да? Вот. А после той симпатии как можно враждовать, чтобы отбирать у нее все, что ты отдал, так? Ну, должна, значит, умеренность быть, да, может, не сошлись, но необходимо развестись. Но сохранить лицо человеческое, видимо, опираясь на этот аят, можно сказать, что надо сохранить свое человеческое лицо, муруа, так, доблесть свою, все-таки оставаться мужчиной. И вот дальше говорит Аллах Всевышний, то есть автор книги, и говорит, шариат Аллах Всевышнего, говорит, побуждает к супружеской жизни и рекомендует это. Почему? Потому что, говорит, это путь и средство для целомудрия. И защита чести. Хотя вот сегодня, так, вот у нас, я не знаю, может, иншаллах, сейчас может меняться мнение среди мусульманской молодежи. Да? Вот я помню, когда мы молодые, ну, когда до армии уже, то есть юноши, да, или после армии, вот это, оно было растерто у нас, к сожалению, да, хотя мы мусульманские дети, выросшие в мусульманской семье, вот это рифах, да, целомудрие, или хифдус, или защита своей чести. Наоборот, была честь, да, допустим, среди молодежи была обратной честью, да, они еще хвастались между собой этим самым. Вот как, оказывается, стираются ценности, да, и потом на истинные, то есть заменяются истинные ценности ложной ценностью. И человек начинает считать этой ложной ценностью, истинной ценностью, и исчезает истинная ценность. И сегодня, да, может, даже сегодня уже размыто среди девушек, да, о чести, да, о порядочности. Хотя в наше время это еще было у них, да, а у парней уже, у юношей не было этого. Наоборот, обратное было еще гордостью, да, хвастались. То есть Аллах Всевышний говорит, что говорит средства, то есть мужчина и как женщина должен сохранить свою рифса, так, целомудрие, арт, намус, так, это по-татарски говорит намус, то есть честь. Ишбау, рагбату, и дальше говорит, также говорит, является супружеская жизнь. Ишбау, рагбату джинсияти фитрияти фи нафсиль инсания. Это также говорит удовлетворение природных потребностей в душе человека. Если человек нормальный, не больной, у него есть потребности природные, а это надо, значит, эти потребности удовлетворять не как животное, а как человек разумный. То есть через супружеские договоренности, супружеские взаимоотношения. Вот Арифус Сагада. И также говорит, супружеская жизнь – это путь к счастью. Васабили таманин валистикрар. И путь к успокоению души. Иджаду тарабут усра, и говорит, и создание тарабуту усра, то есть сплощенности, семейной сплощенности, усиление узов любви между людьми,
فقال الله تعالى, и сказал Аллах Всевышний: وأنكحوا أيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из своей милости. Аллах объемлющий, знающий. То есть, значит, Аллах Всевышний здесь рекомендует и самим жениться, и женить рабов и рабынь. Да? Если они бедны, то Аллах Всевышний обогатит своей милостью. И также пророк Мухаммад говорит: «Я махшар шабаб, о сонма молодежь». Так, махшар — это те группа людей, которые у них одна цель, так? То есть они близки по своей идеологии, или они собрались сделать что-либо, это называется махшар, сонм. Да? То есть, обращаясь к юношам, говорит пророк Мухаммад: кто, говорит, и в состоянии из вас жениться, пусть женится. Потому что оно, говорит, лучше для опускания взоров. И говорит, лучше для защиты своих органов. А то, говорит, тот, кто не может жениться, пусть постится, потому что, говорит, пост это является удержанием от плотской страсти, то есть подавляет страсти плотские, так, пост. То есть это совет пророка Мухаммада, то есть жениться, так, если есть состояние, а если нет, то удержать себя от порочных поступков. И дальше автор говорит: заваж, говорит, супружеская жизнь, говорит, это стимул, так, и сильный стимул для практики, то есть для побуждения человека ответственности, исбату зат, и утверждение личности. والإندفاع إلى الكسب المشروع والعمل الجاد, и является также побудительной силой и причиной для приобретения, то есть для заработков халяльным путем, и усердному труду, то есть побуждает человека к разрешенному заработку и усердному труду. Табаттуль. И также, говорит, побуждает человека к благочестивой жизни. وَالْإِنْقِطَاعُ لِلْعِبَادَةِ لَدَى بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ يُشْبِهُ رُهْبَانِيَّةَ لَدَى النَّصَارَى. И также, говорит, некоторых, говорит, людей, супружеская жизнь, говорит, и бракосочетание дает возможность посвятить себя поклонению. И оно, говорит, подобно монашеству у христиан. Да, если монашество у христиан, они отвлекаются от мирской жизни, не женясь, уходя в какие-то эти отшельнические места. Да, а у мусульман, говорят, нет, наоборот, женитьба человека делает спокойным, успокаивает, он больше начинает оставаться дома, а не уходить, где там собираются молодежь и другие, так? И посвящает себя к поклонению Аллаху Всевышнему. И дальше говорит автор: «Фи мукабили заваджи харма шаргу зина ва кулю алакату гайр машруга». Говорит, противовес, говорит, супружеским отношениям, бракосочетанию, Аллах Всевышний, говорит, запретил прелюбодеяние, все алакат, все связи, незаконные связи. فقال تعالى, и сказал Аллах Всевышний: астагфиру билля, «Куль иннама харрама рабби аль-фавахиша ма захара минха ва ма батан». Скажи, мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и открытые или скрытые. То есть, так?
То есть Аллах запретил совершать мерзкие поступки. Пусть это явные, пусть это скрытые. А сегодня, к сожалению, скрытых можно. То есть больше, чем открытых. Да? Может, иногда человек избегает открытые, явные мерзости. Так, а иногда даже душе бывает неудобно открыто совершать какие-то открытые мерзости человеком. Все-таки в душе человека остается какая-то человечность. А вот скрытые человек даже не понимая их совершает. Не понимая их совершает. К чему я опять хочу на минуточку отойти от книги. Вчера, что ли, 19 мая, вчера было, так? Говорят, было пионерии, там, 100 лет или что-то, так? И бабушкам нашим в деревнях делать нечего, и вот они, надев галстуки, подняв флаги красные, так, ходили, маршировали по улицам татарских, башкирских деревень, так? И при этом записывали это, вставляли в это YouTube, да всякие эти, там в соцсетях, да, раскрутили. Вот это и есть неявная мерзость, да, скрытая мерзость. И потом я, когда увидел, некоторым людям сказал немножко, но опять со своей колокольни, с позиции постарался, хотя не грубо, объяснить, что этого бы нельзя делать. Лучше бы, что эти женщины, они старше меня, этим женщинам за 60 лет. Я сказал, и некоторым написал, говорю, лучше бы они платки одели, белые платки, взяли Коран и пошли в мечеть читать намаз и делать тауба, потому что им жить осталось уже не очень много. И что эти красные флаги, красные галстуки им не помогут, когда они встретятся со своим Господом. А вот намаз и тауба может им помочь. Да? Вот. А почему? Потому что это не игра же ходить, да, красный флаг поднять и галстук надеть. Это же символ чего? Красный флаг и галстуки, и комсомольские эти, это символ враждебного атеизма против ислама, так? Который уничтожил сотни тысяч мусульман, и 30 тысяч только из наших имамов и ученых отправил в Сибирь кого-то и кого-то к стенке. Так? И после этого, проходя 100 лет, как можно это забыть? И поднимать, может, даже в шутку этого нельзя делать, если мы вернемся к тому, как можно определить человека, что он вышел из ислама. У нас есть признаки, так? Признаки, исходя из деяний, кого можно сказать, он вышел из ислама. Есть слова, да, если выразится человек, что можем мы сказать, услышав эти слова, сказать, человек вышел из ислама. Если будет порицать Аллаха, порицать Коран, да, ругать пророка Мухаммада, эти все словесные признаки выхода из ислама человека. А есть и действия, указывающие выхода человека из ислама. Допустим, ученые сказали, к примеру, если возьмет человек, так, Коран и вот так бросит на землю, автоматически это действие указывает с пренебрежением. Так? Это указывает, что человек вышел из ислама. И также ученые сказали, если один человек оденет на себя рясу и направится в церковь, мы можем судить внешне, что он вышел из ислама. И то же самое, подняв символ атеизма, враждебного к исламу, неужели можно этого сделать и при этом еще шутить, гордиться этим, и еще выставлять, разрекламировать это через средства массовой информации, и потом говорить, ну что тут такого? Да нет ничего подобного, потому что человек же отвечать будет за свои деяния. И это опять, да, я понимаю, там игрались бы дети возраста детсадского, да, 5-6 лет там, сказали, ну, дети там где-то увидели, наверное, вот
копирует. А женщина за 60 лет вместо того, чтобы взять Коран, одеть платки, и самим тауба делать, и детей обучать этому, и внуков обещать этому, к сожалению, вот такая трагедия нашего народа. А наша задача как бы довести до них вот эту, что это мерзко, это мерзость, но она не открытая мерзость, но она скрытая мерзость. А потом еще один мне пишет: а что тут такого? Они же не идут с оружием в руках, там и не в руках, не пиво у них в руках. А я написал, я считаю, что идея коммунизма уничтожила наш народ больше, чем они могли уничтожить за 500 лет оружием в руках. Вот я так считаю. Может, я не прав, но так я считаю, потому что я изучал немножко историю наших народов. И даже возвращаясь к Ахмадзаки Валиди, наш иммигрант из Башкирии, лидер национального движения, он писал в своих воспоминаниях, только про Башкир, я не говорю уже про другие нации мусульманские, Поволжья, Кавказа и других регионов с Российской империи. Он говорит, что до революции и до гражданской войны было Башкир 2 200 000 000 примерно. А когда вот после революции, после гражданской войны и после голода 21 года Башкир осталось 900 000. Только вот за считанные 5-6 лет 1 200 000 или 1 300 000 башкир, все, их не стало, так? Их не стало за 5-6 лет. А сейчас сколько башкир там, говорят, где-то 1 200 000, да? И вот они смогли за 100 лет увеличить свое количество на 300 миллионов, то есть 300 000 человек, да, за 100 лет. И вот после этого как можно ходить, этими флажками махать, и потом еще гордиться и это рекламировать. Ну вот, но это опять, я же говорю, может, я не прав, но вот я так считаю. Ну вот, возвращаясь к книге, вот что говорит наш Аллах Всевышний. Говорит: «Скажи, мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые». И дальше говорит: «Аужаба Аллаху та'аля аля аль-фахишати хадда зина аль-магруф». И говорит, Аллах Всевышний предписал, если фахиша, так, если человек делает преступление, прелюбодеяние, то Аллах Всевышний предписал известные наказания на это деяние. Это говорит, то есть побивание или высекание плетьми, 100 плетей для незамужних и неженатых людей. Факаля субханаху. И сказал Аллах Всевышний: «Аззанiyату ваззани фажлиду». Говорит, прелюбодейку и прелюбодея высекайте, так, кулля вахидин минхум миата жильда, каждого из них 100 раз, так, 100 раз. То есть это наказание Аллаха Всевышнего. И никто не имеет права отменить это наказание. Аллах Всевышний не дал полномочия никому отменять эти законы Аллаха Всевышнего. Если они и сегодня не исполняются, это не значит, что эти люди освобождены будут от наказания со стороны Аллаха Всевышнего в судный день. Сегодня, если избегут они от наказания, то это не значит, что они надолго избежали этих наказаний. И дальше говорит автор: «وَأَلْزَمَ أَصْحَابَ الشَّهْوَاتِ الْإِبَاحِيَّةِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى التَّلْوِيثِ الْمُجْتَمَعِ». И тем самым Аллах Всевышний обуздал, говорит, тех асхаб шахва, то есть людей страстей, так, аль-ибахия, вседозволенности, которые приводят к загрязнению общества. То есть почему такие жесткие законы Аллаха Всевышнего? Потому что это загрязняет общество, уничтожает общество. Если касается человека, личность
так, личность человека самого, а не общества, в этом законов Аллах Всевышнего. И наказание за это преступление намного легче Аллах Всевышний предписал, чем наказание за нарушение общественного покоя, так? За загрязнение общества. Вот. И поэтому ученые сказали, то, что касается общества, и вот эти предписания Аллаха Всевышнего, это хакуллах, это право Аллаха, и никто не имеет права нарушать право Аллаха. Вот в усул фикха, иншаллах, мы как-то дойдем и будем рассматривать, что такое хакуллах, что такое хакул абд. И 4 вида у нас прав, да? Право Аллаха, право раба, право Аллаха, но в нем есть и право раба, есть право раба, но в нем есть право Аллаха тоже. То есть их 4 вида. Но, иншаллах, в усул фикх мы их как-нибудь дойдем и рассмотрим. И вот возвращается опять к книге. То есть Аллах Всевышний установил эти законы, так, это наказание, чтобы люди не посмели портить общество, загрязнять общество. И вот здесь другой момент еще ценный, да? Сегодня у нас демократы кричат права человека. Так, да, вопросов нет, есть права человека. Но ислам говорит, права человека заканчиваются там, где начинает он нарушать права другого человека. Так, демократия сегодня, говоря права личности, он призывает нас к эгоизму, к нарушению прав других людей. А ислам здесь четко разграничил. Говорит, да, у вас есть ваши права, как личность, но есть общественные права. И общественные права превыше, чем права личности. И поэтому вот ваши права, как личность, они то есть заканчиваются там, когда вы начинаете нарушать общественные права. Вот. Поэтому эти законы жесткие. И вот дальше автор говорит, и также говорит, является это, то есть сверхдозволенность, да, вседозволенность распространением болезней всяких, хатира, каких болезней, страшно болезней, опасно болезней. Нашу багдо и распространение отвращения, ненависти друг к другу, так? И говорит, и совершение убийства, защищая свою честь, так? Допустим, эти слова золотые автора, так? Допустим, если у кого-то жена прелюбодейка или дочь, не дай Аллах Всевышний, так? Неужели не появится, хотим мы не хотим, у отца появится ненависть к своей дочери, так? Если у него нет никакой власти удержать ее, он ненависти будет у него. А вот это, значит, почему замужество, так? Защита чести, чтобы не было между родителями, между детьми вот этой вражды, ненависти и вообще между людьми. И совершение прелюбодеяния, то есть убийство, защищая честь. Так? Сколько случаев мы знаем, особенно на Кавказе, так? Убивает своих дочерей, защищая честь своей семьи. Так, также говорит, разрушение нрава, этики, и говорит, разрушение, говорит, крепости, чести. Вот, то есть вот тем самым автор здесь указал, да, почему Аллах Всевышний побуждает шариат, Аллах Всевышнего побуждает человека и рекомендует ему супружескую жизнь. И дальше говорит, и автор говорит дальше, цели супружеской жизни. Инджабу заррияти тахира. В первую очередь, говорит, цель супружеской жизни – это рождение незапачканных, безгрешных детей. Некоторые могут сказать, а что, разве ребенок виноват, если
ее мать нашла как бы незаконным путем, небрачным путем, так? Да, вопросов нет. Ребенок не виноват. Перед Аллахом он не виноват. Но общество, оно такое, этот ребенок всегда будет второсортным. И поэтому мы в фикхе находим, да, во многих местах, как бы, и лучше, как сказать правильнее, да, где не предпочитается ставить незаконного ребенка, так, допустим, имамом. Если есть, допустим, ребенок незаконный, небрачный, да, и есть брачный ребенок, да, и они по всем параметрам равны. По всем параметрам, по ахлаку, да, по знанию Корана, по знанию фика, все у них равно, да, вот внешние качества у них нет. И надо выбрать имамом. Кого мы должны выбрать? Безусловно, ребенка, родившегося в браке, а не брачного. И в других местах, это я один только пример приводил. Вот, да, вот такова жизнь. Реальность такова, а исламские законы, они не противоречат действительности, природе человека. И вот дальше. И также говорит защита своего рода, да, рода человека от уродливости. И смешание крови. Да, смешание крови. Разве какому-то человеку, особенно мужчине, будет хорошо, если он узнает, что он воспитывает ребенка чужого? Оказывается, жена гуляла и понесла, и родила от другого, а он даже знать не знает, и воспитывает своего, как своего сына, чужого ребенка, да, тут смешание крови, да, уродливость, и все далее и более. А если тем более узнает, каково будет этому человеку, во-первых, да, и с другой стороны, если он не узнает, умрет, этот ребенок унаследует у него, хотя у него нет никаких прав наследовать у этого человека. И многие другие правовые взаимоотношения нарушаются в этом случае. И также говорит, это неприкосновенность женщины, то есть неприкосновенность женщины, чтобы ее не сделать инструментом тафригу шахва, то есть избавления или разгрузки своих прихотей, то и шах, бессмысленных. И вот это именно сегодня все демократы у нас кричат: так вот, мусульмане, где права женщины? Где то, где все, особенно про Афганистан сегодня услышим. Так вот, неделю назад талибы, как власть в Афганистане, приняли закон и описали дресс-код женщина в общественном месте. Так? И весь мир опять заговорил о правах женщины, о нарушении мусульманами, афганцами, талибами правах женщины. А что они под этим подразумевают? Да ничего подобного, никакой там права женщины нет. Они хотят, чтобы наши женщины потеряли свое целомудрие, и чтобы они хотят нашими женщинами вот эту снять с них неприкосновенность, чтобы они воспользовались ими как материей, попробовали и потом выбросили, как это обычно делается, так? Вот, поэтому, говорит, для чего и цель замужества, так? Цель супружеской жизни – это неприкосновенность женщины, ее чести. ومحارمة الإباحيات التي هي مظهر بدائي غير مدني. И говорит, мухарабат, и говорит, вражда против вседозволенности, которым является проявлением, а вседозволенность, говорит, это является, говорит, проявление бадаи, проявление дикарства или первобытности. А обратное, говорит, цивилизационная, то есть супружеская жизнь, она есть цивилизация, а не то, что сегодня предлагают нам мировые державы или, так сказать, глобалисты, или, так сказать, мировая элита.
وسبب لكثير من الاضطرابات والقلاقل وإشارات фавахиш. И также, говорит, цель супружеской жизни – это причина, говорит, избежания всяких иттирабат, то есть волнений, так, калак, ишарату фавахиш, и распространение разврата, нашру амрад, и распространение болезни, татмиру науль инсани, и уничтожение человеческого рода. Уничтожение человеческого рода. Вот причина или цели супружеской жизни в исламе. Какие они в двух словах автор. Ну и дальше говорит хукм завадж. Дальше автор начинает говорить о положении супружеской жизни в исламе. Но это, наверное, оставим на следующую встречу. Поговорим об этом на встрече следующей. Или переведем, скажем, эти слова автора этой книги.